Это добродушное созерцание и художественное изображение нелепостей жизни. Лекок. Каждый творческий человек с чудинкой, а художник-карикатурист просто обязан быть не таким, как все. Знакомьтесь, Аркадий Размыслов, сыктывкарский художник-карикатурист, герой нашей передачи. Местом съемок мы выбрали дом в селе Палевицы Сыктывдинского района, где художник проводит свое лето. Этот дом населен странными обитателями. Это мои, как говорится, герои моих произведений, шаржи, этих персонажей. Сейчас ведь очень модно восковые фигуры. Вот нам приезжает в Сыктывкар этот музей восковых фигур. И думаю, что-то такое, чтобы в деревне в каждой было какие-то тоже свои герои запечатлены. И потом это в какой-то степени они охраняют этот дом. Потому что несколько раз забирались в этот дом, так как-то эти всякие любители. И очень впечатление на них производило. Иногда кто-то, у меня и лежат они, и сидят. И будет целая компания планируется вообще-то к концу года. И потом мне обещали одежку соответствующую, деревенскую. Тут ходили родственники, приходили вчера все как-то узнали, что приезжает телевидение. И ко мне уже с утра приходят, спрашивают. Да, и очень всем понравилась эта компания, окружающая меня. А вокруг меня сидят, это дружеский шарж как бы Намошева, заслуженного художника Республики Коми. Графика. Это как-то мы с ним часто иногда, ссоримся, не ссоримся, я как бы обиделся и сделал на него шарж. Это папье-маше. А у меня мастерское окно, и выставляю его. И он иногда так обижается. В смысле, это так, шуточку, конечно, сделано. Шутку. А это и сам на себя сделал. Планирую еще сделать на художников-карикатуристов на Холопова Степана. Он у нас родоначальник нашей комик-карикатуры. Еще на несколько человек, таких ярких личностей. И будет такая компания всегда со мной находиться в этом доме. Дом этот мой достался мне в наследство от родителей, от отца. Если вот вы на углу этого дома посмотрите с той стороны, видите, 5 звездочек красных висит на этом доме. Это 5 человек ушли воевать с этого дома. Отец мой вернулся без ноги. Был командир орудия противотанкового. Видите, у него вот в таком протезе пришел, видите, даже. А у него было 5 братьев. И вот он самый старший, и вот самый последний умер. А все, кто на фронте, большинство умерло. Один раненый тоже умер рано. Этот дом он хотел продать, но никто не хотел покупать его здесь раньше за машину дров. Есть у Аркадия Алексеевича мечта сделать этот дом музеем карикатуры. Хочется уже дальше развивать, делать уже объемную эту карикатуру. Может быть, и выйти, поставить типа скульптурки вокруг дома такие, этих шаржей, и чтобы вокруг дома стояли. Сейчас ведь в селе не осталось ни одного культурного очага. Люди встречаются только на фене. Раньше около магазина встречались, взял там, ждут, когда товар привезут или хлеб. А сейчас все это свободно, очередей нет, и люди совершенно негде встретиться людям-то. А тут иногда можно в гости пригласить кого-то, привезти и показать. Потому что деревенским даже интересно вот этот интерьер. Если вот стены поскоблить, так, чистоту навести, порядок, даже деревенским интересно все заходить. Молодежь вот приезжает вот в гости в соседний дом из Печор, да? Дочь, там у нее сын с женой. И ко мне идут смотреть, своих знакомых ведут. Потому что у них все новые дома, они под городской тип. Деревенский сейчас интерьеров не сохранилось. В любой дом зайдите. Обои, люстры, мебель полированная, серванты все одинаковые. Ну, а все-таки вот ваши земляки знают вас? И у вас есть какой-то с ними дружеские контакты, отношения? Есть, конечно. Да, нет, раньше-то очень все знали. Вот и молодежь, а сейчас, видите, уже забывают, что есть художник. А раньше это все знали.
Потому что многие, все почти выписывали журнал. И очень гордились, что я вот в этом селе я художника его рисую. И все приходили, неужели это ты рисуешь? А сейчас нет, лет 8-7 почти нет подписчиков журнала «Чушканцы». И Юготу, и Коми газет даже мало выписывают. И вообще газет мало выписывают. А раньше почти все выписывали. Вот я приезжал на, ну, как его, был на сеноуборке в Шошке. Так как узнал бригадир, что я Размыслов, колхозник обычный, он никак не мог поверить, что к нему приехал помогать сенокосить художник. Видите, и в другое село также. А сейчас забыли многие, что есть журнал «Чушканзи». Он ведь тираж очень сильно упал в 10 раз. Хотя у него стоимость маленькая, но люди-то не знают, что цена-то у него сохранилась почти, не повысилась подписная. И не выписывают. Каждый, кто видел рисунки Аркадия Алексеевича в журнале «Чушканзы» или на республиканских выставках, убеждался в том, что Размыслов – прирожденный карикатурист. Сейчас на экране вы видите его работы с персональной выставки в доме художника города Сыктывкара, которую Аркадий Размыслов адресовал зрителям под девизом «Смотри и смейся». Художник обладает удивительным даром видеть во всем смешное. Рисунки его своеобразны. Персонажи карикатур – люди, живущие среди нас, попадающие в нелепые ситуации. Автор рисует их с натуры, находя героев в своем окружении, что делает его произведения современными и убедительными. Впервые Аркадий Размыслов увлекся карикатурой во время учебы в Московском Суворовском училище. Именно тогда к нему пришла первая популярность. Позднее Размыслов поступает в Московский полиграфический институт, и увлечение становится будущей профессией. В то время его карикатуры регулярно публикует газета «Советский полиграфизм». Быть востребованным, печататься – это не просто творческие амбиции художника. Для него это был и способ выживания. В 1966 году первая публикация была. А потом мне очень понравилось, я стал уже там молодежь, севера. Потом, я когда поступил, я все каникулы занимался тем, что публиковался во всех газетах. Потому что мне надо было заработать, у отца-то большая семья была, 6 человек нас. И я работал в типографии и публиковался во всех газетах. В «Красном знамени» каждый день публиковался. «Молодежь севера», «За коммунизм», «Юготуй» раньше назывался. И мне вот я зарабатывал за месяц каникул, мне хватало на целый год. Так активно работал. Занимался в основном политической карикатурой. И такие дела зашли. Я политической темой занимался, потому что не знал, что такое политическая карикатура. А когда у нас проводил семинар главный художник Крокодилов приезжал, я был на творческих дачах, нас же собирали Советского Союза, к выставкам мы готовились. Когда объяснили, что такая серьезная вещь, карикатура, там ведь надо персонажей, чтобы а то как американский солдат рисовал, а в жизни не видел этого солдата-то. Надо было срисовывать. Ну, в смысле, или капиталиста там обычно, там вот такими большими животами в цилиндрах всегда рисовал. Потому что так принято было. А потом мне сказали, что надо вот это дело серьезно, потому что надо, как капиталист сидит, вот женщина советская, как сидит, она сидит всегда как сама красивая, вот нам, художник Крылов говорит. А те вот всегда, какая страшная капиталистская женщина из капиталистских стран, она сидит ровно всегда, посадка у нее четко отработана, и поведение, все это, все у них. А у нас вот сидят вот такие вот прямо так женщины, говорит, сразу вот видно, что по посадке можно узнать советскую женщину. Расслабленная такая, согнувшаяся. Ну вот так объяснил. И вот если рисуешь капиталист, ты должен не только знать его, как одет, какая у него там внешность, и как он дальше сидит. Когда узнал, что это дело такое серьезное, я занялся тусовкой, которой вокруг меня очень много. Еще в свои студенческие годы Аркадий Размыслов создал образ оригинального, забавного человечика Линотипкина, с которым происходили смешные истории. Раньше меня увлекались приключенческие такие вот эти типа Пифа, героя Пифов такие. И тоже думаю, сам создам студента такого, который ездит, как учится там, как там,
тут отряд на целину ездит, и как там учится, он был ведь по специальности полиграфист, как он в типографии работал, как практику проходил в типографии, все это. И всем очень не нравилось. И студентам нравилось, и меня уже в конце звали Линотипкин уже, преподаватель. Потому что в каждом номере, у нас же своя типография была, печатный этот, выходил советский полиграфист, такая газета, и там каждый сдавалась такая приключение, как он экзамены сдает. И перепечатки были даже в других студенческих газетах Москвы. Вот, например, университет московский даже перепечатку мне даже заказывал. Линотипкина им, для обмена опытом, как бы. А линотип это стокоотливная наборная машина. И он родился как бы из линотипа. Раньше я, конечно, сам все сочинял, все темы. А сейчас у нас как-то много сейчас не публикуешь карикатур. 5-6 рисунков в месяц обычно сейчас. А по одному рисунку в неделю приходится делать. И поэтому раньше я сам тему придумаешь, приносишь, и другой художник тоже как бы думает, и одна и та же тема получается. И у кого-то не проходит. А тут я теперь стараюсь свои темы согласовывать с редакцией, что им запланировано, что хотят читатели, там прочее, чтобы не было конкуренции по темам с художниками другими. И сам нахожу тему. А персонажи у нас, конечно, видите, я работал и на УПК, и в Версовете, и в Госсовете, и живу, как говорится, летом в деревне, поэтому окружающие меня люди часто бывает Смешные ведь. да. Это творческая работа, эти занятия карикатурой. Тут ведь карикатуристы, ведь и художники вообще раньше очень ценились. Вот я был, есть в Москве Центральный дом работников искусства, и там на мраморной такой большой плите выбито имена 4 художников, героев соцтруда СССР. Из них 3 карикатуриста из 4. А один живописец Набалдян. Это Крылов, Соколов, Куприянов. Они герои. Это уже о чем-то говорит. Потом вот сейчас исполнилось в этом году 100 лет карикатуристу Абрамову, Ефим Абрамов. Он там лауреат трижды Сталинской премии, очень много государственных премий. Раньше эти карикатуристы очень как-то пользовались большим уважением среди руководства страны. Вот родители те воспринимали такое, знаете, такое баловство. Да, но очень гордились, когда увидели, что там икона показывается сведям, там прочее. А так смысл был карикатуры, если будут массовые картины, то это другое дело. И то искусство это такое дело, они считали, что не сильно. Однако самобытный талант Аркадия Размыслова высоко оценили профессионалы-искусствоведы. Работы художника представляются на престижных выставках как в России, так и в Европе. В международной выставке «Сатира в борьбе за мир», в выставке карикатур в кинотеатре «Фитиль», всесоюзной выставке в Центральном доме работников искусств и в Центральном доме офицеров в Москве, в зональной выставке «Советский Север» в Новгороде, международной выставке карикатур в Габрове. Творчество Аркадия Размыслова не ограничивается лишь сатирическими рисунками. Работая главным художником на Сыктывкарском лесопромышленном комплексе, Размыслов получил авторское свидетельство Государственного комитета по делам изобретений за разработку товаров народного потребления с использованием бумажного литья. И на прилавках магазинов Республики Коми появились подарочные альбомы с прекрасными обложками, ставшими визитной карточкой города Сыктывкара. И это тоже работы художника Аркадия Размыслова. Цветные графические листы, выполненные в технике литографии и линогравюры, посвященные Уссысольску, старому Сыктывкару. Эти произведения сделаны в стиле народной картинки Лубка. Художник живо и образно повествует о жизни обывателей Уссысольска. Праздничным и веселым предстает город на композиции «Святки». Темное звездное небо, теплый свет из окон домов и уличных фонарей освещает пушистый снег, елку на площади. Знакомая картина. Но столбы дыма из труб, люди на санях, ряженые дети на коньках вокруг елки привносят дух праздничных дней
сочельника ушедшего времени. Мы видим на графических листах храмы Уссысольска, стоящие на высоком берегу реки. Слышим многоголосие улиц, звон колоколов, гомон птиц в теплом закате солнца. Тут, конечно, хотелось бы отразить окружающую среду и потом такие необыкновенные события. У нас ведь таких работ в Коми СССР, если на выставках бываете художников, ну, как бы связано с историей республики Коми, там, города, очень мало. Из видов Сыктывкара, например, вот московские художники очень много рисуют там. Виды Москвы, улочки. А у нас как-то есть, тем более по старому Сыктывкару, есть фотографии, но вот если посмотрите старый Сыктывкар, то там людей нет. Одни дома. Видимо, там выдержка большая у фотоаппарата. Человек прошел, а дома-то стоят, и, извините, людей почти нет. И хотелось как-то вот это бы все оживить. Я вот начал, конечно, со старого Сыктывкара, делаю станковые листы. Они очень нравятся, у меня покупают даже их. Госсовет купил одну работу, потом вот журнал «Регион» меня купил работу, одну станковую работу. И частные лица покупают, купили тоже работу. И вот я планирую на историческую тему, а потом на современную перейду. Современный Сыктывкар или населенный пункт такие. Хочу как-то все это показать жизнь такую веселую, смешную, чтобы не только такие одни дома стояли серьезные, люди так прямо ходили, а что-нибудь такое смешное делали, там всякие ситуации попадают. Хотелось как-то вот это. Ведь видишь, очень смешно, и вводишь эти как бы случаи, встречающие в жизни, в своей работе, чтобы очень у меня эти, в основном это зрители, у меня дети. Они пользуются, очень вызывают у детей эти случаи. Даже вот я по книге отзывов в последней выставке, у меня прямо чуть ли не до слез это отзывы написаны. Такие доброжелательные и хорошие, и на меня шаржи нарисованные. Поэтому стараюсь, чтобы понятны были мои работы и детям, и взрослым. А всем телезрителям программы «Отрицание» художник Аркадий Размыслов подарил свой автограф на дружеском шарже нашего оператора Юрия Никифорова. Шарж это дело очень серьезное, не просто вот там лица искаженные, черты лица, там длинный нос, там волосы каким-то там дыбом. А тут надо еще что-то такое вот найти, какую-то изюминку. Конечно, человеку надо не любить, но должно быть доброе отношение к любым. И во всех карикатурах, когда рисую, я все-таки злые карикатуры не делаю. Потому что все мы, все эти пьяницы, всякие там прогульщики, там это, а все наши люди. И все мы немножко и того имеем, и этого имеем. И поэтому не старайся обидеть никого.